Актриса Чулпан Хаматова в Петербурге оказалась проездом. Театр нации гастролировал в северной столице со спектаклем «Рассказы Шукшина», в котором она играет одну из центральных ролей. О ее визите знали организаторы проекта «Арт-личность», которые пригласили Чулпан на встречу с теми школьниками, которые хотели узнать больше о профессии волонтер. Но я знаю по своим детям, что все равно очень много вопросов, и они не знают, что такое волонтерство. И они все время спрашивают, и видно, что им интересно. У нас проблема с текучестью кадров, не выдерживают люди, и как бы тот костяк, который уже есть, который уже сформировался, прошел огонь, воду и медные трубы, он, конечно, стоит. Но вот вновь пришедшие люди, они очень быстро выгорают, устают, отказываются навсегда возвращаться в это. Конечно, есть проблемы. Поэтому это конечно, огромная стратегическая, менеджментская такая работа — соединять и беречь этих людей. Волонтерство – огромный, тяжелый и неоплачиваемый труд. Чтобы решиться на этот благородный поступок, нужно иметь по-настоящему сильное желание быть полезным и понимать, что не все действия приведут к положительному результату. Несмотря на то, что процент выздоровления у детей очень высок, достигает 89%, остаются те, кто не смог выкарабкаться. И к этому нужно быть готовым. Хаматова говорит, волонтером стать нельзя, таким человеком нужно родиться. Это понятие перевернуло мою жизнь, и как много времени я не знаю. Это очень такой спонтанный, это проникло как вирусная инфекция в мою кровь, и я уже из этого состою, и иногда очень много времени, иногда так много времени, что я понимаю, что я не справляюсь и не имею права нести эту ответственность, потому что я с ней не справляюсь. А иногда меньше, в зависимости от количества проблем, возникших в тот или иной день или в тот или иной час. Взаимопомощь – это то, что должно быть в порядке вещей. Сегодня протянул руку ты, завтра помогут тебе. Закон сообщающихся сосудов. Да и просто закон, по которому обязан жить человек разумный. Если с самого детства объяснять ребенку, что человек человеку не волк, а друг, это станет для него нормой.